участники с нашего и комитета, из вузов, это разные вузы. Мне сегодня предоставляет огромное удовольствие представить нашего еще одного лектора. Я думаю, что в Кыргызстане нет ни одного вуза, который не знал бы нашего лектора Гульзада Ражаповна Душибаева. Уже 36 лет опыта в сфере образования, и она много лет работала в Эднете, много лет она координирует по разным проектам, по разным международным организациям, курирует и координирует международные проекты. Сейчас Гульзада Ржаповна является нашим руководителем экспертной группы. Как вы знаете, Кыргызстан принял концепцию перехода на 12-летнее среднее общее образование. В связи с этим у нас начинается изменение и в системе высшего профессионального образования. Но я думаю, что это касается не только Кыргызстана. Наверное, это всемирная сегодня тенденция, когда и не только Центральной Азии, а всего мира, когда мы начинаем задумываться о том, к чему должно прийти образование, какие навыки должно давать высшее образование, среднее образование, профильное образование. И поэтому сегодня для нас очень важно знать, что должно содержаться в самих программах, образовательных программах, которые будут реализовываться в университетах всего мира. И Кыргызстан не исключение, поэтому для нас в связи с тем, что страна перешла на 12-летнее среднее общее образование, у нас сейчас идет трансформация высшего образования. Ну и, наверное, одно из самых ключевых направлений, из ключевых сфер, это, конечно, сфера педагогического образования. И сегодня наш лектор прочитает свою лекцию по трансформации высшего педагогического образования в Кыргызской республике. Здравствуйте, Гульзада Ржаповна, приятно вас видеть в нашей аудитории. Вот как эксперт вы уже за целый год и даже больше, да, работаю над дорожной картой по реализации концепции. Вы сейчас уже, наверное, можете поделиться какими-то задумками, можете поделиться уже какими-то планами, которые мы должны реализовать в самое ближайшее время. Спасибо большое. Уважаемые участники вебинара, во-первых, я хотела бы вас приветствовать и пожелать вам доброго здоровья. Мы встречаемся именно в первые дни священного месяца. Я хотела бы вас поблагодарить за участие и тем самым пожелать вам доброго здоровья для реализации ваших замыслов, самых благородных планов, которые направлены на развитие вообще человеческого потенциала. Для любой страны, независимо развивающая страна или развитая страна, очень важно развивать свой человеческий ресурс, свой человеческий капитал. И один из факторов успеха как раз-таки заключается, насколько развит человеческий капитал той или иной страны. Многие развитые страны решают три задачи, которые перед страной стоят. Это первое – организационно-управленческие, технологические задачи. И третье – это развитие человеческого капитала. И особенно в последние годы мы на себя ощущаем глобальные изменения, климатические изменения, демографические изменения, экономические изменения, технологические изменения, цифровизация в нашу жизнь ворвалась, пандемию мы увидели, и очень много мы переживаем, и, соответственно, вопрос ставится, как мы будем реагировать на все эти изменения. И та система, которая готовит завтрашнее будущее страны, нации, это система подготовки, это школьная система, они должны, соответственно, реагировать на эти изменения. И наша страна, Кыргызская республика, приняла очень кардинальное решение, выразив политическую волю, перейти на 12-летнее школьное образование, которое повлекла за собой, конечно,
Следующий этап – это трансформация педагогического высшего образования. Не подготовив учителя, мы не можем обеспечить эффективный переход на 12-летнее образование. И если в контексте глобальных изменений, вызовов турбулентного мира мы не будем реагировать и, соответственно, действовать, то мы можем остаться просто на обочине исторического развития. Для нас это кардинальный и очень концептуальный вопрос, поэтому республика приняла решение перейти на 12-летнее обучение, школьное образование, которое открывает возможности в перспективе не только для развития профессионального образования, но и в целом экономики, которая интегрируется в глобальном масштабе с экономикой других стран. В социально-экономическом разрезе, в климатическом разрезе. У нас вот границы уже, мы видим, цифровая эпоха показывает, что мы можем раздвинуть эти границы, и квалификации становятся портативными. А для того, чтобы реальность, действительно, квалификация была принята, признана в другой стране, которая формируется здесь у нас в Кыргызстане или в регионе, то, соответственно, начиная от школьного образования, включая педагогическую и профессиональную подготовку, все должно быть в ключе, все должно быть преобразовано. И много лет мы, получив независимость, мы пытались развиваться, проводя какие-то реформы, но они были такого фрагментарного характера. И впервые у нас концепция вбирает в себе именно системный подход, комплексный подход, начиная от дошкольного образования, включая школьное образование и, конечно, профессиональное, включая педагогическое. Почему педагогическое? Потому что фигура учителя, фигура педагога, она в центре. И, как мы уже говорим, без педагога обеспечить ни реформу, ни трансформацию невозможно. Является центральной фигурой и сердцевиной всех перемен. Поэтому мы можем сказать, можно переключить? Да? Да? Здесь не реагирует. Я хотела бы вам показать структуру лекции на ключевые моменты в моей презентации. Они схожи с теми же задачами, которые стоят перед любой страной. Если взять регион, Центральную Азию, то и для Казахстана, и Узбекистана, и Таджикистана эти вопросы очень важные. Это цифровизация, это развитие мягких навыков, это вопросы инклюзии, вовлечения всех, независимо от возможностей, открывать доступ к качественному образованию, независимо от социального статуса, расовой принадлежности, как говорим, или гендерного фактора. Все должны иметь возможность получить образование. И, соответственно, мы ставим себе вопрос развития экономики, вовлекая всех, от мала до велика, и женщин, и детей, и мужчин, и всех, кто желает развиваться, и кто может свой посильный вклад внести в развитие страны, в экономическом развитии и в дальнейшем в устойчивом развитии государства. И, соответственно, этот вопрос очень важный, мы осветим. Другой вопрос – региональный опыт. Как же однажды, имея общую историю, 70 лет это все-таки не перечеркнуть, мы имеем общие корни, общую историю, и опять же, двигаясь в будущее, мы сравниваем, мы сопереживаем друг другу, мы испытываем такие чувства, именно такие чувства, которые позволяют нам поддержать друг друга, обменяться опытом, информацией и по развитию очень актуально. И изучив опыт наших партнеров, соседей, стран, мы определенные рекомендации получаем и выводы. Ну и переход нашей страны на основе и
изученного международного опыта. Есть плюсы, есть минусы, есть свои достоинства, есть недостатки. И учитывая, Кыргызстан, тем не менее, переходит, что открывает для нас в будущем особенные перспективы. Ну, как я уже сказала, в этом центральное значение, важное значение приобретает педагогические вузы или программы, которые готовят педагогов для 12-летней школы, который нацелен на переформатирование отношения, мышления, ответственности и, соответственно, содержания. Для этого мы будем рассматривать стандарты, государственные образовательные стандарты, в каком разрезе будем готовить кадры педагогические и через какие программы. Ну и, конечно, как я уже сказала, центральной фигурой раз является сама фигура учителя, педагога. Мы подготовили философию преподавателя профессионального образования, который вбирает ценности, компетенции, функции и в перспективе, какие ожидаемые результаты должен достичь современный педагог. Ну и квалификация педагога в контексте не только регионального развития, но и в контексте признания, сопоставимости квалификации педагога и тех выпускников, которые формируют этот педагог, они должны быть признаваемыми в мировом масштабе и, соответственно, обладать, а для этого необходимо, чтобы они сформированы были те навыки, которые сегодня востребованы, навыки 21 века. Ну и глобальные тенденции, как я уже отметила, это в первую очередь цифровизация образования, новая парадигма. От знаниевой парадигмы мы переходим к развивающей парадигме, что предполагает осознание, осознанное отношение к развитию. И развитие невозможно без саморазвития, самообразования. И это мы четко должны понимать. И в связи с этим становится в контексте развития непрерывное профессиональное развитие самого педагога. И обучение на протяжении всей жизни, тот лозунг, который мы последние 20 лет несем, он должен быть пронизан полностью, начиная от садика, заканчивая теми профессиональными вехами любой личности, любого гражданина нашей страны. Поэтому цифровизация этот вопрос актуализировала. Трансформацию образования невозможно реализовать без цифровизации, потому что объем информации, объем технологий, новизна технологий мы должны, соответственно, для того, чтобы освоить, мы должны иметь цифровую грамотность у педагогов, что позволяет осуществлять гибридное обучение, используя дистанционные технологии обучения. Как я уже сказала, географические границы размываются. Мы сейчас, находясь где-то в глубинке, мы можем быть приобщены и иметь доступ к мировым ресурсам образовательным. И это мы должны сделать возможностью, реальностью сегодняшнего дня. Но это возможно, если мы будем крепко укреплять такие навыки, компетенции цифровые у наших педагогов. Облачные образовательные ресурсы или среда, инфраструктура – очень значимый момент. Несмотря на технологии, несмотря на навыки, если у нас не будет соответствующей инфраструктуры, и мы во время пандемии в этом убедились, что не имея соответствующей инфраструктуры или среды, то опять же это мы можем провалить любую реформу, любой процесс трансформации. И переход к гибридным формам обучения или с использованием дистанционных технологий обучения требует цифровой инфраструктуры. На сегодняшний день, вот последние 5 лет интенсивная работа шла, нас жизнь заставила серьезно отнестись к этим вопросам. И эта цифровая инфраструктура должна быть обычной, привычной средой для каждого гражданина
и каждого педагога. Ну и искусственный интеллект. В последние годы мы видим, что если до этого мы говорили о цифровизации, то сейчас искусственный интеллект является реальностью. С одной стороны, он сокращает наше время, которое мы тратили на разработку каких-то материалов, переработку текстов, с использованием очень много времени, да, требовалось. Сейчас искусственный интеллект, с одной стороны, меняет роль. Мы становимся не просто трансляторами, да, технологий, да, но еще навигаторами. Педагог становится навигатором, он фасилитатором, он становится консультантом. И не обладая навыками использования искусственного интеллекта, он не сможет сформировать правильное отношение по использованию искусственного интеллекта в своих обычных задачах своих обучающихся, наших студентов и наших школьников. Поэтому адаптивные обучающие системы, которые мы должны принять, освоить, позволяют с учетом особенных потребностей, возможностей, персонализированные индивидуальные траектории выстраивать обучающихся. Поэтому очень важно освоить и новые технологии по использованию элементы искусственного интеллекта. Ну и если вернуться к задачам ЮНЕСКО, которые вот в мировом масштабе ставят перед педагогом, то мы, включая цифровые компетенции, включить должны свои цифровые компетенции в национальные стратегии развития. И одним из наших важных приоритетных направлений развития как раз для нашей страны является повышение цифровой грамотности, повышение навыков использования новых технологий, образовательных технологий. Любой педагог, выйдя из студенческой скамьи, должен полностью, у нас перед нами большая задача стоит формирование цифрового контента образовательного. Но педагог, не обладая, если в программе обучения не будет такого модуля, который формирует, обычно у нас в программе информатика включается как отдельный модуль, и специалист, айтишник, не зная контекста педагогического образования, он может, конечно, обучить цифровой грамотности, компьютерной грамотности, но в контексте образовательных задач он не может достаточно или хорошую консультацию дать, или направить студента, или того же педагога. Поэтому, исследуя вот возможности, потребности в обучении, мы выявили у педагогов, даже вот специальных предметов, спецпредметов, что им необходимо, допустим, по подготовке будущих инженеров, педагог, если не обладает современными программными обеспечениями, как автокад, например, он не может вести свой спецпредмет, спецдисциплину. Поэтому надо вооружаться, чтобы правильно и в необходимом контексте развивать цифровые навыки современного специалиста. Ну и другим приоритетным направлением является развитие soft skills и мягких навыков. Мы должны переходить от знаний к компетенциям. И в национальной рамке квалификации, которую мы приняли в 2020 году, мы направленность поменяли от знаний, умений, навыков на формирование знаниевых компетенций, функциональных компетенций и очень важных социально-личностных компетенций. Без формирования ответственности и правильного отношения, коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, навыков креативного мышления, критического мышления, развивая просто функциональные компетенции или hard skills, не позволяет полноценно, масштабно реализовывать те задачи, которые ставит страна. И мировой рынок труда тоже претерпевает радикальные изменения, и структура компетенции, структура квалификации тоже меняется. От современного специалиста требуется не только жесткие профессиональные знания и навыки,
но и самое главное отношения. Когда-то, несколько лет тому назад, много лет тому назад, когда IT-специалистов мы готовили, мы считали, что достаточно им приобрести навыки по разработке программного обеспечения. Но сейчас этого недостаточно. У нас очень много разработчиков на рынке, и между ними началась конкуренция. И конкурентоспособным становится тот человек, который может выстроить диалог, он может коммуницировать правильно, он может не просто коммуницировать, а еще предлагать сотрудничество. И, соответственно, вот эти мягкие навыки востребованы уже этим инженерам, IT-специалистам, которые много лет тому назад игнорировали этот момент. И сейчас в связи с этим, если мы хотим сотрудничество такое плодотворное, эффективное реализовать, то в корне мы должны сформировать коммуникативные компетенции у любого специалиста. А это возможно, если у нас будут правильно сформированы мягкие навыки. То же самое отношение, правильное, добросовестное, честное, ответственное. И все это является базисными компетенциями, базисными навыками, которые потом формируют и знаниевые, и дальше профессиональные и функциональные компетенции. Для системы педагогического образования ставится двойная задача. Преподаватели должны не только сами владеть soft skills, и еще должны сформировать эти soft skills, мягкие навыки у своих студентов, которые придут в школу и дальше будут формировать у школьников будущих наших граждан, специалистов, которые добросовестно, ответственно, честно и порядочно будут вести в любой среде, в профессиональной среде, в социальной среде, в экономической среде, и, соответственно, правильно формироваться будет человеческий капитал. И ключевой вызов: традиционно лекционные семинарские занятия должны переформатироваться. Здесь трансформация начинается именно с обычных наших лекций. И вот по пирамиде Эдгара Дейли вы знаете, что 5 всего лишь процентов формируется знания через лекции, да, лекционное пассивное обучение. И мы сейчас повсеместно обучаем через курс повышения квалификации, потенциал повышаем наших педагогов, чтобы они переходили от пассивного обучения к активным, интерактивным формам обучения. Обычную лекцию переформатировали на интерактивную лекцию. В последующем, чтобы по принципу peer learning, равный равному, студенты обучали, студенты приходили на практику, обучали школьников. И вот осознание, что это очень важно, оно должно формироваться через вот эти мягкие навыки, как мы говорим. И мы сейчас в последующем я остановлюсь на том, что мы хотим переформатировать и практическое обучение, отношения, чтобы от формальной практики переходили уже к формату формирования сначала социально-эмоционального интеллекта, этих навыков, которые будут базисом для будущих функциональных компетенций, которые потом как специалисту нужны будут. Это возможно будет у нас через проектное обучение, и в ближайшем будущем мы уже закладываем в государственные образовательные стандарты пересмотр практического обучения, соотношение практического обучения, соотношение практического и теоретического, и вообще отношение к практическому обучению, чтобы от формальности переходить уже к реальным практическим действиям. И это возможно, возможно через проектное обучение, интерактивное обучение, через кейс-методы, когда мы можем через дизайн, формирование дизайн мышления, практикоориентированное, человекоориентированное отношение в образовании. Ну и другой вопрос, это, как я уже отмечала, если мы хотим развития, то должно быть коллективное развитие. Каждый человек мог свой посильный вклад вносить в процесс развития. Это возможно, если мы
по принципу инклюзии, инклюзивный фактор будем повсеместно понимать и учитывать. Когда мы говорим инклюзия, ну, мы много лет мы думали, что только касается это физически больных, каких-то обучающихся или самих педагогов. Но инклюзия подразумевает вовлечение всех в процесс. И, соответственно, по принципу инклюзивного образования, вот если мы посмотрим в глобальном разрезе, любая страна возможность имеет развития, если он вовлекает в свое развитие абсолютно всех и от малого до велика. И у нас очень хороший есть принцип у кыргызского народа, как ашар. Я много лет всегда на своих семинарах и лекциях привожу пример ашара, когда все подключаются в процесс коллективного труда. И поэтому вот принцип инклюзии подразумевает тогда, ну, такой принцип, когда любой человек может вести в свою маленькую, но нужную эффективную лепту. А для этого мы должны среду доступную сделать, физически, информационно, решить вопросы безопасности, не только физической безопасности, но и информационной, интеллектуальной и так далее. Вот исследование показывает, что школы или образовательные организации на сегодняшний день полноценно открыть доступ пока не могут, но мы ставим задачу, чтобы и инфраструктурно, и интеллектуально, и образовательные ресурсы были открыты, доступны для всех. То есть доступность образовательной среды обеспечить полноценно. Второй вопрос – это подготовка педагогов. Если мы посмотрим вот, инклюзивное образование, то не все педагогические программы имеют модуль, посвященный вот именно этому важному вопросу инклюзивности в обучении. Поэтому мы сейчас, у нас очень кардинально меняется, то есть очень реформаторски мы подошли, мы даже пересмотрели перечень, и один из таких концептуальных моментов – это включение специальной педагогики и включение как самостоятельного направления, и плюс включение инклюзивного образования как отдельного обязательного модуля в любую программу по подготовке педагогов. Поэтому, выходя из стен университета или колледжа, любой педагог будет уже обладать этими навыками, необходимыми, чтобы мог равные условия обеспечить с учетом особенностей обучающихся, которые находятся в его классе или аудитории. Необходимо, ну вот, мы говорили о том, что пересмотреть программу повышения квалификации педагогов. И также с учетом вот, глобальных таких вызовов и приоритетных направлений в развитии педагогического образования, инклюзивный фактор инклюзивности тоже включить как необходимый курс для повышения квалификации педагогов. Ну и развивая страну, мы должны переходить от формата разработки программ обучения, который основан на многодисциплинарности или многопредметности, к междисциплинарности и переходить на модульный формат обучения. Через модульный формат обучения мы сможем отдельные модули, посвященные инклюзивному обучению или каким-то другим направлениям, выделять как микроквалификацию и формировать отдельные востребованные навыки, выделяя из цельной программы. И тем самым развивать неформальное обучение, и, включая принцип накопительной системы. Сейчас вот буквально недавно мы пересмотрели положение о дополнительном профессиональном образовании, которое тоже открывает возможность через ускоренные программы решать вопросы дефицита педагогических кадров. И вот междисциплинарный подход, модульный подход к разработке программ позволяет это реализовать уже
практику. Если мы обратимся к статистике, на сегодняшний день по статистике, которую вот ООН показывает, ЮНЕСКО показывает, к 1934 году образовательные технологии, рынок образовательных технологий, мы все время говорили о рынке формального образования, сейчас у нас разнообразился рынок, и у нас рынок образовательных технологий, это онлайн-обучение, обучение, гибридное обучение и другие виды обучения уже могут исчисляться уже триллионами, миллиардами долларов. То есть ВВП, доля ВВП, если мы очень серьезно займемся развитием образовательных технологий и развитием онлайн-технологий, гибридного обучения, он может существенные доли занимать уже ВВП. Поэтому мы должны тоже задуматься, например, ну, это может привести к дефициту профессий, конечно, опять же, развитие экономики, опережающее развитие требует новых подходов, использования новых технологий. И, соответственно, требуется большее количество учителей, большее количество педагогов. И ЮНЕСКО для реализации четвертой цели, тысячелетия, говорит о такой цифре, что на сегодняшний день, то есть к 30-му году у нас в мире вообще дефицит будет 44, от 44 миллионов до 69 миллионов учителей не будет хватать на планете. Поэтому развитие влечет за собой необходимость подготовки самих педагогов, завтрашних специалистов, которые выйдут на рынок для развития экономики и социальной жизни, потребуется в таком масштабном разрезе специалистов, педагогов. Вот. И мы говорим о том, что рабочие места с внедрением цифровых технологий, новых технологий и с использованием искусственного интеллекта преобразуют рынок на 85%. Сегодняшние профессии исчезнут, появятся абсолютно новые профессии. Мы говорили о профессиях дизайн онлайн-курса, например, да, майндсет-тренер, да, это уже реальность нашего дня. А вот к 30-му году абсолютно новые профессии появятся. Поэтому мы и педагогов к этим переменам должны готовить. Количество обучающих вот во время пандемии показало, что 1,5 миллиарда вот на планете принялись за обучение. И вот к 2010 году такая цифра, статистика была. К 2010 году посчитали, что объем информации был такого объема, что вмещалось в 34 миллиарда смартфонов. А представляете, вот столько уже вот 16 лет прошло с тех пор, какой объем увеличился этой информации, да? Если 16 лет тому назад 34 миллиарда потребовалось бы смартфона, чтобы вместить тот объем информации, который был создан к 2010 году, а к нашему вот нынешнему году это Неизмеримо. Да, неизмеримо, просто немыслимо эту цифру даже представить. Да, поэтому мы должны к этому быть готовыми, наши педагоги, то есть. Региональный опыт мы изучили, что к 12-летнему обучению вот наша страна, то есть наша страна, конечно, просто так, сломя голову, не перешла, наша страна изучила международный опыт, региональный опыт, наши коллеги, педагоги в Казахстане до сегодняшнего дня готовятся к переходу. Переход очень такой, и опыт Казахстана показывает, что чтобы перейти, вот урок для Кыргызстана, Казахстан показал системную реформу. Они внедряли критериальную педагогику на основе исследований и точки роста, как
школы, сеть школ, интеллектуальных школ университета Назарбаева развивали, да, и все это, и вот инфраструктуру цифровую развивали. И все это потребовало очень много лет времени. И Казахстан доказывает, что любое преобразование по развитию требует времени и ресурсов. И наша страна тоже вот поступательно, ну, ускорил процесс трансформации. Тем не менее, вот нам приходится вот эти этапы в ускоренном режиме переходить. Узбекистан, ускоренная трансформация, они тоже вот, в определенной степени политическая воля нужна, они тоже переходят, изучают, и тот факт, что они министерство разделили на Кыргызстан тоже в прошлом году с мая месяца имеет два министерства, министерство просвещения, которое координирует дошкольное и школьное образование, и министерство, которое координирует профессиональное образование, начиная со среднего, высшее и науку, включая развитие по инновации. Узбекистан тоже работает по созданию сети таких школ по аналогии с Казахстаном. И вот тоже двухцифровое обучение внедряют у себя. Опыт Узбекистана тоже показывает, что дефицит подготовленных педагогических кадров для новых школ необходим. Мы вот буквально в прошлом году были в университете, и очень масштабные курсы повышения квалификации проводятся для того, чтобы соответствовать этим переменам. Региональная диспропорция в регионах, вот, централизованно столичных или больших областных центрах идет большое поступательное изменение, а вот регионы отстают. Поэтому стремительная модернизация должна принять во внимание и еще региональный охват. То, что сверху спускается реформа, это хорошо, когда политическая воля есть, но необходимо, чтобы снизу повышение потенциала подкреплялось. Кадровый потенциал, он должен быть повсемерно, равномерно развит и обеспечен. Армения, например, мы видим здесь очень важный такой уникальный опыт Армении, цифровые инновации, общественный диалог, когда граждане, меценаты подключаются к развитию. Меня очень удивил этот факт, что вот у них TUMO центр, он был создан по развитию цифровой инфраструктуры, открытых образовательных ресурсов по развитию как для школы, так и для профессионального образования. Это соотечественники, которые выезжали как иммигранты, эмигрировались в разные страны, они скооперировались и начали развивать страну именно вот в разрезе образования. Очень такой уникальный опыт, который мы могли бы перенять тоже. Получается, несколько человек? Да, да, граждан, да, да, граждан. да, да, которые сейчас пребывают за рубежом, ну, они приобрели гражданство других стран, но тем не менее они не остались равнодушными, потому что Армения такая же, как и Кыргызстан, горная страна, мало ресурсов, нет выхода ни к морю, ни к океану, да, очень ограниченные ресурсы, и бесценный ресурс – это человеческий ресурс, это соотечественники, которые очень ответственно подошли. И другой пример – Ирландия. 100 лет она имеет историю иммиграционную, и я вот имела тоже возможность посетить эту страну. Я была очень удивлена и была восхищена историей развития Ирландии. Вы знаете, Нью-Йорк является, ну, так, в кавычках, столицей ирландцев, да? Они, оказывается, вот МакГрегори, знаменитый, да, они сейчас свою инвестицию делают в свою страну по развитию. И вот у них есть очень хорошие музеи, Эпик, которые вот с двумя чемоданами, когда они начинали свой путь по развитию, да, много лет тому назад, почти 100 лет тому назад. И сегодня Ирландия в мире считается самой счастливой страной вот по индексу развития. И вот у нас хороший был опыт сотрудничества с одним из международных экспертов в рамках программы GIZ, Шон Керли. Он когда приезжал, и он рассказывал, что его отец один из первых выехал из Ирландии в Англию, в Лондон,
И когда он обустроился, каждый вечер приезжал на железнодорожный вокзал и встречал своих сельчан. И он встречал на велосипеде и принимал этих вот, односельчан, их размещал, обустраивал, трудоустраивал. И то есть первые полгода он полностью заботился о том, чтобы их адаптировать. Вот, и позапрошлом году у него мама умерла, 94 года. И вот вся Ирландия траур держала в газетах писали о его матери, что вот они вот такой вклад внесли, да. И вот, пример Армении, той же Ирландии. И у нас тоже очень много сейчас появилось, крепко встали на ноги граждане, которые открывают свои школы, открывают свои университеты. Вот Салмбеков университет тоже хороший пример. Он футбольную команду развивает, он университет открывает. И, есть примеры для подражания, можно сказать, по развитию. Вот, и сравнительный анализ, если посмотреть, все зависит от финансирования. Конечно, человеческие ресурсы это хорошо, мы можем повышать их потенциал, развивать, но без финансовой поддержки это очень невозможно. Да? И вот мы можем посмотреть в развитии стран, вот 6,8 даже процента доля ВВП Кыргызстан направляет на образование. У нас очень хорошая сейчас идет поддержка, очень хорошее понимание со стороны руководства страны. И здесь проникновенность идет не только вот как руководителя, но и вот областей, акимов, да. Поэтому мы должны эффективно использовать эти ресурсы. И вот, как видно из таблицы, Кыргызстан имеет по развитию образования рост доли ВВП. Конечно, хотелось бы еще больше, но вот с учетом вот сравнения мы должны работать над эффективностью этих ресурсов. Вот, всегда думать о цене и качестве. Этот вопрос должен быть, производительность труда у нас должна быть эффективной. Поэтому мы сейчас вводим KPI, то есть, чтобы измерять наши результаты, насколько они эффективны. С малыми ресурсами мы можем больших высот достигать, большие показатели достигать. Поэтому не всегда много ресурсов означает достижение эффективности. Поэтому, да, поэтому всегда мы должны думать о цене и качестве. Вот. Один из таких сподвижников, можно сказать, или индикаторов качества является это показатели в ПИЗе, да, участие страны. И вот я сама лично принимала участие в первом исследовании в ПИЗе как кодировщик, поэтому через мои руки проходили вот тесты, первые результаты. И я была опечалена тем, вот мой личный опыт, когда я увидела, что 15-летние наши школьники безграмотные, они не умеют логически решать задачи, да? Мы привыкли к зубрежке, а сейчас мир меняется и требует от новых навыков. Парадигма, как я уже сказала, развивающая. У нас мыслительный, вот дизайн мышления должен быть, да? Мы должны логику свою развивать, не просто вот репродукцию, да, то есть репродуктивные компетенции иметь, но еще творческие, креативные, переходить на уже новый этап своего развития. В 2025 году страна после большого перерыва участвовала, и мы очень с таким ожиданием ждем результатов. В апреле, да? Да, первые результаты огласят, но скрупулезный, детальный анализ будет уже, я думаю, к осени 2026 года. Но в основе всех этих преобразований лежат, конечно, у нас обновление стандартов педагогического образования. Без концептуальных изменений стандартов мы не можем обеспечить процесс трансформации. Поэтому этот вопрос очень скрупулезный, очень важный, очень концептуальный. И система повышения, как вы заметили, у нас пока фрагментарная, но
радует, что у нас в школьном образовании идет реформирование именно структуры, которые регулируют и весь процесс повышения квалификации. И вузы тоже должны в ногу адекватно реагировать на эти преобразования. И Центры повышения квалификации, институты дополнительного образования должны переформатироваться не только вот структурно, но и содержательно. Очень важно быстро реагировать на эти изменения. Переход на 12-летнее школьное образование, как я уже отмечала, ставит вопрос, конечно, зачем и почему. Вот у нас очень, ну, как я уже сказала, у нас люди стали перемещаться, вот глобальные изменения принесли вот демографические изменения. У нас очень мигрантов не только вот в рамках стран СНГ перемещаются, но и еще за рубеж, и европейскую зону выезжают, и в Соединенные Штаты, и в азиатские страны, и все время ставится вопрос. И для школьников, и для выпускников школ, если они дальше хотят обучаться, по признанию аттестатов. И, соответственно, переход на 12-летнее обучение позволит в рамках вот международного пространства уже признавать наши документы. Другое преобразование – это включение в школьное образование профильного обучения. Ранее профилизация идет, что позволяет уже более быть готовыми к рынку труда, к вызовам рынка труда. Осознанное отношение к выбору профессии. Ну, первые трудовые навыки можно получить уже в школьные годы. Конечно, альтернативные траектории будут предусматриваться как академические, так и прикладные. Вызовы для Кыргызстана – это, конечно, инфраструктурного характера. Мы должны преобразовать не только содержание, контекст, но еще инфраструктуру. У нас большое количество школ испытывают нехватку мест для обучения, поэтому вместе с этим кадровый подход, то есть голод идет, дефицит большой. Сколько у нас получается? 17 слайд, да, потому что... Я быстренько, да, перейду. Уважаемые коллеги, я вот уже в процессе проговаривала, какие принципы, какие подходы мы будем использовать при трансформации педагогического образования. Это, конечно, компетентностный подход, это модульный принцип разработки программы самого гособразовательного стандарта и практикоориентированность учебного процесса самого. Соотношение у нас практики и теории будет меняться. На сегодняшний день у нас 15% практика идет. Мы говорим о том, чтобы перейти на 35-40% обучения на рабочем месте, или, как мы говорим, дуальное обучение. Впервые вот в прошлом году у нас в массе вот, студенты 3-4 курса были отправлены уже в школьные да, аудиторию. Можно поменять следующий слайд. Не работает, да? Ну, тогда можно просто... Вот, модернизация образовательных программ. У нас, вот мы в прошлом году анализ провели, 204 программ педагогического направления, мы увидели, что результаты обучения разные, перегруженность теории, устаревшее содержание, слабая связь с практикой, отсутствие предметности, междисциплинарности и дефицит цифрового контента. Поэтому целевая модель у нас, мы преследуем баланс теории и практики,
актуальное содержание, чтобы с привлечением практиков, учителей из школьной аудитории, национальных экспертов и международных экспертов пересмотреть содержание. И, конечно, практикоориентированное обучение продвигать, STEM обучение продвигать, интегрировать и цифровую педагогику вместе с педагогикой на основе исследований развивать. Сейчас подготовка и развитие преподавательского состава педвузов, и, как я уже отметила, через повышение квалификации идет, и через развитие института наставничества, ну и, конечно, через пересмотр ГОС и программ. И ключевые... Да, я... И, соответственно, ключевые направления трансформации педвузов – это интеграция с рынком труда, анализ рынка, выявление потребностей, изучение школьной среды, школьных потребностей школ на основе обновления стандартов, развития педагогов и модернизация инфраструктуры. Можно не получается считать. Можно переходить. Да. Очень важно. Да. Можно предыдущий слайд? Я буквально секунду остановлюсь. Мы хотим модернизировать сами экзамены и итоговые государственные экзамены представить, то есть аттестацию не только в виде дипломов, а уже проектов, стартапов, чтобы питчинг был, да, как обычно, чтобы была демонстрация и цифровое тестирование, комплексный квалификационный экзамен, вот кейс-экзамен. То есть разновидности мы хотим включить в государственный образовательный стандарт. Это вот новизна. Философия преподавателя профессионального образования. Мы метафору дерева символизируем с педагогом. Вот. Если вы увидите, вот дерево растет на склоне горы, но держится благодаря корням. И даже плодоносит, да? И плодоносит, да. Можно следующий слайд? Да. Мы хотим вот через логику такую прошлого, традиционного, синергию сделать инновационным. У нас народ имеет очень древнее прошлое, и один из, может быть, факторов того, что мы живем в новом тысячелетии, пребываем в здравии, это именно педагогика народная. У нас есть с древних времен институт наставничества Аксакалов, да? Устная культура передачи знаний, ценностей, коллективизма, как я уже сказала, вот Ашар метод, да? И вот эти все ценности, которые изложены в Манасе, а сейчас у нас доктрина Унгуджол утверждено указом президента, где излагаются культурные ценности национальные, которые формируют национальную идентичность, и чтобы в процессе глобализации они могли преломляться и являться основой, базисом для развития новых инновационных направлений развития, мы должны синергию суметь сделать. И педагог является не только транслятором прошлого, он еще является проводником. Он проводником, и он является вот через призму национальных ценностей, он несет новизну, он несет синергию инновационного. Созидатель, да. Получается, педагог, который владеет цифровыми навыками, элементами искусственного интеллекта, используя вот эти ценности нравственные, гуманистические, он может очень много
при формировании этих ну, то есть навыков, компетенций, которые требует новое время, современный мир, он правильно нивелировать все эти вещи, компетенции. И вот метафора дерева, как философская основа, мы рассматриваем корни как ценности основания педагогической деятельности. Это ценности, которые сформированы, то есть основываются на гуманистических ценностях, которые народ уже имеет. Чтобы не утратить, у нас мир меркантильный, к сожалению, да, а вот глубокое духовное, он в корнях у нас, в прошлом. Поэтому мы должны, сохраняя прошлое, вперед, в будущее устремляясь, используя современные технологии, суметь обеспечить синергию по развитию. Ствол можно рассматривать как функции профессиональной роли педагога. И корни и плоды – это результаты нашей деятельности, это наши выпускники, это те компетенции, которые мы будем формировать у наших будущих выпускников. И, конечно, да, будущих наших выпускников. Поэтому очень важно, чтобы дерево, оно было плодоносящим. Это очень такое преемственность обеспечивалась между поколениями, прошлым и будущим, символ дерева. Чинар, да, Дарак, говорим, да, Чинар, дарак, да. И, кстати, вот и в Душанбе, по-моему, сейчас Чинар. Да, по Центральной Азии, мне кажется, чинар это вот символ такой, да, многолетний, вековой, да. И сочетание традиций и нового, да, роста, развития. Крепкие корни – это прошлое, традиции. Плодоносящие плоды – это развитие, символ развития. И ствол, вот этот ветви такие крепкие, это является, да, раскидистый, крона. Все это является символом успешности и развития. Вот. Фокус, конечно, на развитии личности студента. Студентоориентированное, студентоцентрированное или персонализированное обучение, мы говорим. Педагог – это не только тот, который знания несет, но еще помогает стать, кем он желает, этот наш студент. Поэтому партнерство, как я уже сказала, диалог, выстроенный правильно, это возможно, если мы научим развивать навыки рефлексии, поддерживать мотивацию. У нас вот в философии преподавателя профессионального образования все это расписано. Мы можем поделиться с аудиторией этой философии педагога. Ну и вот направление, да, по подготовке – это глубокое, гибкое мышление, навигация в информации, командная работа, стрессоустойчивость, навыки, которые требуются от современного педагога. И непрерывное обучение. Мы должны постоянно развиваться, если хотим развивать других. И национальная система квалификации – это как структура, которая нам позволяет на основе национальной рамки квалификации измерять, показывать, соотноситься с этой рамкой, и эта возможность дает соотносить наши квалификации с квалификациями других стран. Это открывает возможность для признания, сопоставления и открывает перспективы для трудоустройства. Вот начинающий педагог – это бакалавр, педагог-практик – это 7-й уровень, и плюс еще педагог-эксперт. У нас специалитет и магистратура на 7-м уровне. 8-й уровень – это педагог-исследователь, это PhD и кандидат наук. У нас еще 9-й уровень – это доктор наук. В Кыргызстане мы приняли консенсусное решение. Мы 20 лет работали над разработкой национальной рамки квалификаций. И в 2020 году во время пандемии была принята национальная рамка. И мы сумели вот прошлую систему и современный подход, симбиоз сделать. И у нас 9 уровней выстроилось. Компетенции – это предметные, само собой, но много лет мы не обращали внимания на методическое развитие, да, методические функции, компетенции по сопровождению, да, потому что, оказывается, были закрыты кафедры по методике. Сейчас мы возобновляем, открываем лаборатории педагогические, STEM-центры, педагогические лаборатории по инновационному развитию.
И, конечно, у нас коммуникативные навыки очень важные. Диалог выстроить с учеником, с родителем, с партнером. Ну и цифровые навыки, это безусловно. И вот сейчас я хотела показать, как стать учителем в Кыргызстане, модели подготовки, да, традиционная у нас последовательная, 4 года, бакалавриат, 240 кредитов, педобразование у нас 550 шифр, да, идет. Если мы готовили только учителя-химика, то есть возможность, вот у нас модель Б, которая тоже позволяет приобрести вторую квалификацию, да. Да. Но это на стадии Да. обсуждения, да, это будет отражаться в стандартах. Подготовка у нас еще есть инновационная, интегрированная. Педобразование у нас с 22 года да, реализуются экспериментальные программы, и у нас будет в этом году первый выпуск, 22 профиля готовят интегрированные квалификации. Биолог, химия, учитель биологии, химии, учитель биологии, географии, учитель географии, биологии. И учитель, допустим, по педагогике, по направлению, логопед, учитель начальных классов. У нас есть учитель начальных классов со знанием английского языка. То есть у нас очень много, 22 профиля предлагается. Это новизна, которая опробирована, и первые результаты мы получим вот в этом году, первый выпуск будет. И это очень было кстати, эксперимент был очень кстати в связи с переходом на 12-летнее обучение, когда внедряется интегрированный подход к обучению, да, междисциплинарный подход к обучению, STEM-подход. И в связи с этим у нас уже первый опыт есть, мы можем дальше развивать и мультиплицировать. И другой, вот у нас есть среднее профобразование, которое готовит тоже подготовка на базе СПО. Как стать учителем в Кыргызстане? Модели подготовки – это вариант B, который имеет, да, который имеет симбиоз, получается, да, на основе классического вот, направления науки. Если человек выучился на врача или, допустим, на инженера-физика, он через некоторое время, поработав, он может вернуться и приобрести педагогическую квалификацию. У нас переподготовка. Да. Это мы называем переподготовка. И переподготовка начинаем с 90 кредитов. Как я уже в начале семинара упомянула, у нас разработана ускоренная программа в рамках положения о дополнительном профессиональном образовании, который уже многолетний опыт имеет. Мы готовили учителей кыргызского языка, а сейчас мы готовим учителей тоже, ну, как приобрести, допускаем к школьной педагогической деятельности, допуская через 90 кредитов. Но через накопительную систему учитель должен добрать до 120 кредитов, чтобы полноценную квалификацию получить. Но у нас полноценная квалификация будет на уровне бакалавра, потому что базовая педагогическая квалификация начинается с бакалавра, 6-й уровень. 5-й уровень – это выпускники СПО получают 5-го уровня квалификацию. Если мы хотим обучать по предметам в средней школе, то обязательно иметь должны бакалаврную квалификацию. И если мы хотим в ВУЗе обучать, то мы должны иметь магистратуру, то есть обучиться, получить квалификацию магистра. В законе от 23 года тоже новый закон был принят, в статьях это прописано. Педагогическая квалификация, какая должна быть. И навыки 21 века, мы о них тоже проговорили. У нас двойной фокус у учителя, да, не только навыки формировать, но еще развивать методику, как эти навыки развивать у обучающихся. Мы параллельно и знания формируем, и компетенции, но и развиваем методику. И ядро компетенции будущего педагога – это критическое мышление, 4К мы называем, да, креативность, коммуникация и коллаборация, это то есть сотрудничество, командная работа. Если у нас будут крепкие эти навыки, то мы можем
как раз обеспечить трансформацию. Мгм. Ну и мы уже это проговорили, изменение системы оценивания, как я уже сказала, э, от суммативной оценки мы должны к формативному оцениванию, чтобы отслеживать прогресс. Мы еще усиливаем мониторинг и оценку, пересматриваем итоговые квалификационные экзамены или итоговую квалификационную аттестацию. ИГА, то есть государственную аттестацию, да, пересматриваем дипломы, уже форматы разнообразить хотим. Ну и, конечно, международная интеграция, да, студенты перемещаются, у нас академическая мобильность в стране, в регионе и за рубежом усиливается, готовность педагогов к работе с навыками, да. Последние исследования показывают вот в процентном соотношении, насколько мы готовы. 45% готовность есть, моральная, теперь физическая и такая, да, содержательная должна быть. Ну и цифровая грамотность, конечно, мы здесь подтянуться должны. Проектное обучение. Сейчас как раз мы хотим переформатировать практику педагогическую. Из первого курса уже через проектное обучение, через социальные проекты, пребывая в школьной среде, через вот такой подход оказывания помощи по социальным направлениям школьным, развивать социальные, эмоциональные навыки студентов, которые в дальнейшем помогут развивать и профессиональные навыки. И вот проектное обучение мы хотим активизировать. Ну, про формативное оценивание я уже сказала. И стратегические приоритеты 25-26 год – это подготовка, пересмотр перечня. У нас, как я уже отметила, новые направления включаются, новые профили. Это STEM-подход, если в научном направлении физико-математическом мы информационно-коммуникационные технологии в образовании выделяем как отдельные направления. Андрогогику мы включаем в магистратуру, потому что в таком большом количестве надо переобучить, подготовить, повышение квалификации сделать в связи с переходом на 12-летнее обучение. И 27-29 годы мы рассматриваем как масштабирование, следующее пилотирование, оценка и корректировка будет сопровождаться через процесс мониторинга оценки. Ну и вот то же самое. Но для этого вот ключевые рекомендации мы делаем. У нас два министерства на рынке, да, Министерство просвещения, как я уже отметила, в прошлом году в мае месяце министерство разделилось на два ведомства: Министерство науки, высшего образования и инноваций, Министерство просвещения, и вот они должны скоординировать общую работу, включая на основе экосистемного подхода педагогического образования, все педагогические вузы, школы, колледжи, работодатели и других партнеров. Инвестировать в преподавателей вузов, ну и создать точки роста по аналогии с партнерами, да, с Казахстана. У нас есть опыт по развитию инновационных школ. В рамках проекта АБР у нас они созданы, 30 школ, и вот мы дальше должны развивать. Обеспечить связь вуза и школы через практикоориентированное обучение, через развитие института наставничества, менторства и внедрить систему мониторинга оценки в педагогические вузы и колледжи. И ожидаемые результаты трансформации – это система образования будет иметь уже новую, в новом качестве выпускников, которые готовы придут в школы, с навыками, которые востребованы сегодня школой. Будет сокращаться дефицит педагогических кадров, конечно, ну и устойчивая система непрерывного повышения квалификации или система непрерывного профессионального развития будет развита. У школьников показатели в ПИЗе или в других международных или национальных рейтингах, исследованиях будет. А это адекватно спроецировано будет на развитие общества и экономики в целом. По разным направлениям мы будем ощутимые результаты видеть уже.
Ну, это в заключение, конечно, можно посчитать, сколько это будет стоить денег, ресурсов, времени, человеческих кадров, да. Вот. Но будущее начинается в нашей аудитории, в аудитории педагогического вуза, поэтому я хотела бы всем пожелать доброго здоровья, потому что сейчас вот будущее страны, нации в руках учителя, у педагога. И осознавая свою миссию, мы должны очень серьезно и очень ответственно подойти ко всем процессам трансформации. Вот. Спасибо. Если есть вопросы, вот вопросы у меня, например, может быть, участники после семинара могут ответить на вопрос, какие элементы регионального опыта наиболее применимы к условиям Кыргызстана. Может быть, я о чем-то не сказала, может быть, какие-то уникальные есть практики, можно поделиться. Потом, как обеспечить вовлеченность преподавателей педвуза в процесс реформ. Потому что если бы, как Ашар Сехто, все подключились бы, был бы большой эффект. Но, однако, сейчас очень много наших коллег, которые еще индифферентно относятся ко всему. Пока вот сверху спускается, да, снизу, чтобы вот это коллективное усилие было, коллективное устремление для вот той цели, которую мы себе поставили. И какие механизмы финансирования трансформации требуют. И, конечно, как измерить эффективность проводимых изменений. Спасибо огромное, Узада Рашаповна. Я думаю, у нас будут сейчас вопросы. У нас сама лекция построена на том, чтобы первый час или первые 50 минут это только лекция, а потом уже вопросы и ответы. Да. Да. Я думаю, что, возможно, у нас уже вопросы аудитории будет, да? Да, вопросы аудитории, поэтому... может, в чат написать? Нет, да. в чате пока еще нет, там да. только поздоровались, и на этом закончим. Влад Лавронович, вы здесь? Да, уважаемые коллеги, вы можете в чат писать, озвучивать. Мы приветствуем любые вопросы, потому что от вопросов, может быть, мы на что-то не обращаем внимания. Да, я сейчас вы как, да, посмотреть. Да, я в сети, да. Ну, во-первых, у меня Азимов Пулат, профессор. Значит, я прежде всего хочу сказать, поблагодарить лектора Гульзаду Ражаповну за ее действительно концептуальный подход к данной проблеме. Видно, что человек обладает очень хорошими компетенциями, очень хорошим практическим, теоретическим опытом. То есть это показывает, что практика является очень, очень важной для формулирования концептуальных направлений в реформировании образования. Это еще раз доказывает, что не только теория, как говорится, мой друг, значит, теория как таковая, она, конечно, прекрасна, но жизнь, она более богата, и на базе вот именно этого опыта я увидел очень интересные подходы. Но, да, кстати, у меня были два вопроса, и они сразу же были, это как бы, я увидел сразу же ответ в ходе выступления. Один из вопросов был связан с тем, когда я увидел, что лектор начала с развития человеческого капитала, институционального капитала. Это такая традиционная стратегия, которая в человеческом капитале мы всегда подразумеваем цифровую систему, инновации и так далее, и так далее, и так далее. И у меня был вопрос, а какова система ценностей, да, вот особенности кыргызского народа и каким образом это артикулируется, да, артикулируется, принимается в расчет. И она достаточно хорошо ответила на том, что у нас еще традиционные инновации и синергия. То есть она как бы выстроила такую классическую философскую модель, гегельянскую модель, я бы сказал бы такой. Мы называем метафизическую модель, да, в КДФ. Вот Харри сейчас знает. Это социальный капитал. Вы видели, это социальный капитал, это человеческий капитал и институциональный капитал. То есть идеально встраивается в национальную модель вот именно этой стратегии. Это вот первая стратегия. Я увидел, у меня был следующий вопрос. У меня был вопрос, связанный с тем, что кто является катализатором трансформации инноваций? Откуда исходит это?
Исходит ли это с педагогических вузов, да, или преподавателей? Но, как я понял, относительно индифферентности, да, я понял, я понял, что это все-таки, значит, исходит от образовательных институтов, которые, конечно же, собирают многие инновационные идеи, вызовы современного мира, связанные с искусственным интеллектом, и, естественно, абсорбируют это и пытаются создать вот это катализирующие идеи для того, чтобы изменить структуру, изменить инфраструктуру, подходы и создать вот эту модель. И здесь я тоже увидел, но в то же время я увидел в последней фразе лектора следующее измерение. Очень интересно. Когда было сказано о том, что будущее исходит все-таки из потребностей самих вузов и преподавателей, из изменений самих преподавателей. То есть пока не произойдет именно это, как бы, то достаточно сложно будет говорить о таком достаточно серьезном изменении, потому что любая инновация, она всегда связана с системой ценностей. Она не Да. может быть принята просто так. То есть где-то должна быть какая-то определенная устойчивость. Инновация всегда предполагает, когда мы осуществляем что-то на базе не просто определенных форм, да, таких формальных форм, но на базе какого-то содержания, какой-то системы ценностей, что позволяет нам, создает нам определенные мотивы для изменения не только самой реальности, но и самих себя и так далее. То есть это очень важно. Теперь о главном. Я все-таки услышал запрос лектора относительно ее вызов фактически, относительно идеи о том, какова существует все-таки стратегия, да, вот что, какой опыт существует в других странах, естественно, только Казахстан имеет этот опыт, и, конечно же, один из вопросов моих, это первый вопрос, вот этот опыт, который на Казахстана и, значит, Узбекистана, вот этот негативный, есть негативные моменты. Что Кыргызстан может, ну, как бы, может ли Кыргызстан учесть эти ошибки, какие они, если были, какие это были ошибки? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот вы выстроили стратегию классическую, то есть социальный капитал, человеческий капитал и институциональный капитал. Движение у вас исходит от все-таки государственных институтов, то есть она идет как бы сверху. Но ваша потребность все-таки двигаться нужно снизу, ну, в смысле. И вот существует другая стратегия. Мы называем в КДФ, называем ее в кросс-дебата формате, вот у нас достаточно дебат, мы называем ее второй конфигурацией, или это вторая эпистемологическая конфигурация. Какова эта стратегия? Эта стратегия движется не от ценности не от ценности к изменению, к инновациям, потом инициализации, как вы это обозначили. А она движется наоборот. Она движется от инноваций, то есть она движется от самой реальности, от цифровой инновации и так далее, принятия того, что мы имеем, к ее некоторой институализации, поддержке на институциональном уровне и дальше выработке новых систем и ценностей, которые, конечно же, не оторваны от национальных, безусловно, но которые скоррелируют и объединяют национальную, региональную и глобальную систему координат. Вот какие из двух стратегий, значит, все-таки какой из двух стратегий вы все-таки следуете, да? Считаете ли вы, что первая стратегия нужна для того, чтобы перейти ко второй стратегии и двигаться? И какова устойчивость вообще вот этой трансформации, то, о чем вы заявили, значит, и каким вы видите вот молодого образованного человека, кыргызстанца, значит, который прошел эффективно вот эту модель трансформации, образовательной трансформации. Как вы его видите? Да, Вот, я говорю, спасибо. уже быстро ответить. Очень такой вопрос, очень такой щепетильный. На самом деле человечество в своем развитии показало, что забывая прошлое, да, мы не можем шагнуть в будущее. Поэтому все-таки мы должны ценности, которые несет человечество в себе, мы должны сохранять и передать. Это одно. Другой вопрос, допустим, цифровизация. Хотим или не хотим, мы должны принять
этот факт, эту реальность и адаптироваться. Важный навык, который мы должны формировать, это адаптация. Любой вызов, который завтра возникнет, мы к этим вызовам должны быть готовыми. Просто идти с прошлым мы не можем, не имеем просто права. Но формируя у нас навыки аналитики, синтеза, да, оценки, мы можем сформировать способность наших граждан, личностей, чтобы они могли реагировать на вызовы. Я пару недель тому назад у нас был большой круглый стол, на котором я вопрос задала аудитории. Что важно, Адам или Адис? Это вот на кыргызском. Адам – это человек, Адис – это специалист. Что важно, что первично? И, конечно, аудитория среагировала. Ну, конечно, человеческие качества, вот то, что мягкие мы навыки говорим, да, и так далее. А потом уже специалист. В современном мире, когда есть уже искусственный интеллект, вопрос, какой риск стоит перед человечеством. Если даже я обладаю цифровыми навыками, если даже очень умело использую и даже создаю этот искусственный интеллект, не используя или не базируясь на человеческих ценностях, мы можем стать манкуртами и представлять собой угрозу не только для страны, но и всему человечеству. Поэтому мы должны суметь синергию сделать прошлого и будущего и настоящего. Вот эти навыки, современные технологии, умело используя, мы все время должны думать о том, насколько наши действия повлекут за собой какие-то последствия, ущерб или положительную, позитивную сторону развития. Или мы можем с собой нести ущерб для семьи, для страны, для региона, для человечества. Поэтому очень, да. Владимир Ильич, я думаю, что все-таки первая конфигурация по нашему КДФ, поэтому... Да, я понял, да. Но поэтому и философская педагогика, да, поэтому это хорошо, да. Для того, чтобы перейти. Да. Да, хорошо заметили. Философия, вы заметили, да, вот этот водоносящий... Да, конечно. Это метафизическая конфигурация, да, это да. И очень важно смотреть, да, мы же стали все потребители, да, мы безудержно потребляем все, что попадется, да, и как-то Да. мы должны уже остановиться, ну, уже, да, мы должны уже, человечество должно остановиться, и это возможно только если педагог это осознает. Если учитель это осознает, он может потом как раз вот это ценное семя взрастить у будущего своего ученика, который завтра придет, завтра продолжит эту жизнь. Поэтому очень-очень важно, чтобы педагог это все осознавал. Спасибо большое, спасибо. Пожалуйста, есть ли еще вопросы желающие, потому что... В чате, может быть. Я думаю, да, я чат смотрю, в чате пока нет. Гульзада Рашаповна, у меня вот был вопрос относительно, вы сейчас говорили, развитие новых навыков, soft skills, они как бы утрачиваются, и нам надо это, на это мы делаем акцент. Они были совсем утеряны или они все-таки присутствуют, и мы должны... Много лет тому назад я задавала вопрос моему коллеге, международному партнеру, что важно, если на конкурс пришли два кандидата. Один профессионал, прям высококлассный специалист, эксперт, а второй, конечно, уступает ему, но он очень человечный, у него очень хорошие качества. И что вы думаете, он ответил? Конечно, за второго кандидата он проголосовал бы. И я дальше задаю вопрос, а почему? Он же профессионал, он же вам может развитие обеспечить. У него такие знания, навыки, компетенции. И вы, не потеряя время, можете развиваться. Он говорит, нет. Он может с такой убежденностью говорить, что он все время прав, да? Продвигать только свою идею. И тем самым это может привести к конфликту в коллективе, который впоследствии приведет к этому замораживанию процесса развития, да? И отбросит даже назад, да? Из-за конфликта, может быть, даже, да, отбросится назад на некоторое время. Пока разбираться будут, решать вопрос, кто виноват, да? И мы потеряем, наоборот, время. А человек... Вторая кандидатура, которая претендует на позицию, он может адаптироваться быстренько, приобрести, обучиться, навыки свои подтянуть
И самое главное, что он может язык найти в коллективе, он может сотрудничать, он может влиться и быстрее продвигать дальше идею, потому что он не сколько комфортный, сколько он может продвигать, он очень готов к сотрудничеству, что является, может, действительно важным фактором успеха. Спасибо. Вопросы, пожалуйста, если есть, можете подключаться. У нас сейчас здесь уже компьютер мы отключаем. Есть ли у вас вопросы, коллеги? Вот я вижу удивительно много присутствующих. Здравствуйте, в чате вопросы, посмотрите, пожалуйста. Секунду, сейчас. Хадича, а можно это озвучить вопрос, не записывать в чате? Да, конечно. Желательно, чтобы озвучили, потому что я пошла за технарем наш. Гульзада, это я Эрмекла Элиева. Вы знаете, вот сейчас вы поднимаете очень такие судьбоносные концептуальные вопросы, это очень все важно. Вот здесь и Пулата я послушала, что значит, как всегда, система ценностей и так далее, какая роль ее. И вот у вас система ценностей, она, значит, привязана, я так понимаю, что именно ценностная система привязана к национальной какой-то традиционной и там корни наши и так далее. Я вот, вы знаете что, ужасная, конечно, это испорчу вам настроение, ужасная, страшная новость в этом, на всех новостных сайтах Кыргызстана, когда мать покончила самосожжением, узнав о том, что ее, значит, дочь-подросток забеременела и что-то. Я была настолько потрясена, меня это, как его, испортило это настроение и вызвало, знаете, душевную головную боль на многие-многие часы. До сих пор не могу успокоиться. И вот вам не кажется, что вот система ценностей, да, она с помощью, значит, учителя должна меняться. Сама система ценностей. Трансформироваться под это, как его, под наш новый мир, под новые наши вызовы. И вот этот, я не знаю, я так много думала о том, что почему же она так сделала? Почему ну, то, что там, ладно, окружающие вот это допустили, это одно, да, это вообще, это другой вопрос. А вот эта женщина, да, мать, которая, в смысле, почему она вот так сожгла свою личность, да, именно нам сданы, или что, как это? И вот это, не кажется ли вам, что вот это традиционное, можно сказать, старое, консервативное, в некотором смысле национальная система ценностей, она ее сподвигла к этому. Может быть, эту все-таки систему надо все-таки трансформировать? Как вы думаете? Я согласна с вами. Когда я говорю ценности гуманистические, я в контексте позитива рассматриваю. Все, что несет с собой по развитию, вот это я считаю ценным. Конечно, абсолютно все хорошо говорить я далека, но тем не менее, я аналогию проводила. У нас, помните, когда мы внедряли механизм как аккредитацию, это же не Мгм. когда стейкхолдеры собираются, представители заинтересованных сторон участвуют в оценке. А я аналогию проводила и говорила, eliminate. Помните, у нас есть такое? Да-да-да, вот здесь это очень вот это именно, да, что Да. вот эта зависимость от того, что подумают люди, что скажут, что как это. И вот теперь eliminate, когда мы аккредитацию вводили, оно позитивное несло, да? Eliminate – это представители же сообщества, те же стейкхолдеры, Да-да. оформленные в современном вот формате, как экспертная комиссия, аккредитационная комиссия, как бы там мы ни называли, но самое главное, это же представители сообщества.
И я думаю, что вот вы правы, когда мы должны интерпретировать правильно ценности эти. Но абсолютно перечеркивать я бы, я не согласилась бы, потому что намыс, иногда намыс может сподвигнуть на героические какие-то поступки, да, во имя Отечества, во имя народа. У нас сколько, допустим, во время пандемии молодых людей вот пожертвовали собой ради того, чтобы спасти народ, да? Если бы каждый сидел, нам из трех полсо сказали бы, ну ладно, меня это не беспокоит, и меня это не трогает, да? Иногда поэтому каждый раз надо смотреть, в каком контексте мы рассматриваем это, и как мы должны интерпретировать. Поэтому Ну, однозначно, да, да, должны менять вот это, да? То да, есть преподаватель- мышление и всегда вот ценности пересматривать, но не заменять теми, которые приведут еще к худшим эффектам, да, или результатам. Поэтому всегда надо в русле позитивного рассматривать это и Можно применять. здесь- Да, вот здесь я хотела бы еще один небольшой комментарий. Вот сегодня я буквально тоже увидела, по-моему, ваше сообщение о том, что преподаватель ведет тренинги, он говорит, что сегодня сообщество – это учитель, ученик, родитель, да? И вот раньше, если в советское время и родитель, и учитель говорил о том, что, вернее, дома воспитывали, говорили, надо уважать учителя, в первую очередь. Да. Учитель – это вот носитель не только знаний, но вот он образец, да, для подражания. И дома родители, и обязательно учитель говорил, что надо уважать родителей. И родители, и учитель говорил, надо уважать родителей. Сегодня у нас вот этот раздрай, Мнение. когда мы ученику говорим, нет, я же мать, и вот начинает, почему мой ребенок, вот этот, видимо, расстройство, Это, да, конфликт мнений, взглядов, вот именно позволяет даже усугубить эту проблему еще в такую сторону негативную. И поэтому нам надо находить решение, если мы будем уже к этому вопросу очень здраво относиться и всегда думать о последствиях. Всегда у нас должен быть результат в голове. Мы очень во многих случаях предаемся эмоциям же, да, а как раз-таки из-за отсутствия навыков управлять эмоциями у нас вот та женщина, которая трагически погибла, как раз-таки она не обладала своими эмоциями, не сумела к этому вот событию отрицательному для нее, если бы она, может быть, вместо нее другая женщина, она сказала бы, это рождение, ожидается рождение ребенка, это вот по наследию, там еще, да, она бы и свою дочку успокоила, это приняла бы этот факт, с другой стороны, более позитивно подошла бы. Эмоции она бы сумела бы в своих руках держать или управлять. Может быть, она по-другому, исход событий был бы другой. Поэтому очень важным становится социально-эмоциональный интеллект человека. И сегодня я об этом тоже говорила. Запускать педагогов, будущих учителей, не ждать, когда производственная практика на третьем, на четвертом курсе, а уже с первого курса у них формировать чувство сострадания, сочувствия, эмпатии, да, чтобы они прониклись именно в те проблемы, которые школа испытывает. Там школа не всегда имеет идеальные условия. Какие-то родители не могут позволить репетиторство ребенку, а этот каждый раз может отставать, может часто болеет. И вот если мы могли бы какие-то проекты социальные делать со студентами уже с первого курса, чтобы они прониклись в эту атмосферу. И вот, как раньше мы говорили, общественно полезный труд, да, развивали бы у них, то могли бы, может быть, еще развивая такой интеллект, социальный, эмоциональный интеллект, развивать дальше профессиональные уже навыки. И тогда они осознанно, ответственно подошли бы. Просто я вот осенью была участником международного конгресса, где нам позволили изучить опыт Швейцарии, некоторых университетов, где они с первого курса ввергают в такую реальную рабочую среду, где студенты начинают изучать руками, что-то выполняя, начинают осознавать,
уже на втором курсе у них процессы проходят, да, тоже на рабочем месте, а на третьем курсе уже в бакалавриате, на четвертом начинают уже инновации сами создавать, предлагать. Исходя из практического опыта, я спрашивала, а почему такую среду создали? Они говорят, когда человек руками делает, а потом уже он начинает расти, а сознание растет, ответственность растет, знание приобретает, и он начинает думать, а почему я не мог вот тогда не справиться, потому что это не знал. А лучше бы я это по-другому сделал бы. И начинает придумывать, конструировать какие-то, проецировать идеи. И это его сподвигает на инновации. То есть из жизненной ситуации у него начинается рождаться идеи, начинает рождаться идеи. Эрмика Джумаханна, спасибо за вопрос. Плодовронч, я вот думаю, в презентации прозвучала эта идея междисциплинарности, да, междисциплинарный подход. Я хочу просто еще раз акцентировать, что 30 с лишним лет назад проект Агахана «Человековедение», который начинался, он вот проповедует, да, я думаю, он в центре наших учебников, этих курсов, это все-таки междисциплинарность, да, тогда, когда мы начинаем брать и кейсы, и вот это кейсовое обучение, кейсовая практика, которая помогает разбирать эти случаи, вот, которые сегодня вы озвучили, Эрмика Джумахановна, их надо обсуждать в обществе, не надо закрывать, не надо их укрывать, а вот как раз, наверное, есть возможность обсуждать с тем, чтобы дети и вообще само общество, да, обсуждало и думало, вот какой выход, да, вот что должна была делать женщина. Это трагедия, это просто, конечно, это горе ни одной семьи, это горе вообще нашего народа, но вот беспомощность женщины или вот это традиционный намыс, как вы сказали, да, оказывается все-таки выше, и человек готов лишить себя жизни. Да, в этой ситуации очень, конечно, трагичная ситуация. Мы сейчас обсуждаем трагедию этой женщины, да, но каждый из нас должен извлечь из этой трагедии урок. Да. Урок тому, что в свое время, может быть, у этой женщины педагоги не обратили внимания, что у нее она замкнулась в семье, да, допустим. Мы же, вот когда я говорила, есть индифферентные преподаватели, которым все равно, да, есть личности, которые очень чувствительные, близко принимают к сердцу, да, любое событие, хоть маленькое, хоть такое большое, от этого потом начинают там страдать или какие-то неверные поступки делать, совершать, или решения принимать, да? У нас 3 вопроса, Да. я вот хотела к ним вернуться. И очень важно, вот внедряя студентоцентрированное обучение или человекоориентированное проектирование в образование, все-таки во главу угла, в центр ставить человека, в комплексе рассматривать, не только такие навыки прививать, которые ему вот что-то выполнить помогут, но еще осознать, прочувствовать и правильно вот мыслить, вот, очень важные, рефлексию сделать, да, вот, правильно Может быть, анализ, самосознание. надо остановиться, да? Да. Давайте, у нас Очень вопрос. важная функция, рефлексия. У нас вопрос. У моих студентов нет ноутбуков и компьютеров. Они не могут работать дома с цифровыми заданиями. Как этот вопрос будет решаться? В университете что-то мне тоже наши компьютеры или они устаревают. Также вакансий нет? неясно, шла речь в основном о педагогах, а что с преподавательским составом? Оплата низкая, вакансий нет, нет производства. Куда студенты могут прикрепиться на практику и пройти работать? Вот такой вопрос. Ну, с конца я начну. Сейчас мы говорим о том, чтобы выстраивать экосистему педагогического образования. Несмотря на то, что 2 министерства, вот у нас есть раздельных 2 министерства, согласованная координация должна быть. И вот мы сейчас будем готовить концепцию вот, экосистемы педагогического образования, где будем расписывать роли и задачи каждого участника, и в котором практика будет на основе базовых школ, закрепленных, юридически оформленных, а не так вот постучаться, упрашивать, чтобы не только директор, но и весь состав был готов. И мы говорим даже о том, чтобы институт наставничества развивать с 2 сторон. Сторона школы должна быть готова принять
и она должна тоже развивать свой потенциал институциональный по приему, чтобы весь маршрут студента по прохождению практики был расписан, начиная от ожидаемого результата обучения, весь временной спектр, включая содержание, как он будет работать, и роль ментора со стороны университета и ментора колледжа и со стороны школы. Они должны полностью распределить роли, чтобы студент не остался без внимания. Он действительно получал методическую, очень компетентную помощь. И у нас во многих случаях проблема оказывается низкого качества в том, что в свое время то есть методического сопровождения не было. И сейчас мы усиливаем фокус, делаем на то, что методистов Министерство просвещения вот в апреле ожидает повышение, то есть планирует повышение заработной платы, и здесь впервые они ставку повышения квалификации, то есть повышение заработной платы методистам делают, чтобы привлекать очень компетентных профессионалов, которые компетентно и профессионально сопровождали весь методический процесс по формированию практических навыков. А то получается, что знать мы осваиваем, как это выполнять. Здесь процесс остался без внимания, без менторов, без методистов. Спасибо. У нас следующий вопрос. И здесь, что касается инфраструктуры, как я уже отмечала, приоритетное направление. Сейчас бюджет должен пересматриваться. Как я уже показала в сравнительной таблице, 6,8 идет доля бюджета на развитие системы образования. Ну и каждый вуз имеет свой бюджет, спецсчета, и они переформатировать. Да, у нас очень мало времени, уже почти 2 часа, мы поэтому поторопимся. Да? Сейчас от преподавателя требуют придумать инновации и стартапы. Что вы посоветуете сделать техническим специалистам? У меня идей нет, команды тоже нет, технических средств тоже нет. Я была свидетелем презентации студентов 4-го курса, которые пришли из практики. И они очень хорошие идеи подавали. Надо скомбинировать группу, которая будет состоять из преподавателей, из ваших студентов, выпускников и работодателей. Если смешанная группа будет, наверняка идея появится, потому что практики будут говорить о том, чего не хватает. Студенты всегда, у них очень много идей. Просто надо прислушаться к ним. Они, когда видят, что учителя не прислушиваются, преподаватели не обращают внимания, они потом не заинтересованы, а так у них прям фонтан идей. Просто к ним надо прислушаться. Если будете вовлекать студентов, они бесплатно идеи будут давать. К вопросу о том, что нет идей, мы говорим, что у нас есть и работодатели, у нас есть и... Просто надо вам вместе сотрудничать, и у нас еще один вопрос. Так, салам всем, очень содержательная лекция, спасибо лектору. Всеми усилиями мы должны устойчиво просвещать общество, всеми методами и средствами усовершенствовать образовательную систему. Коллеги, всегда будьте здоровы и успешны в своей трудной, в то же время прекрасной деятельности. Здесь вопрос еще один есть. Алима. Здравствуйте. Насколько сильно повлияет 12-летнее образование на вузы и образование в целом? Готовы ли преподаватели к таким резким, неожиданным изменениям? Чему нужно будет учиться? Если можно, коротко. Это повсеместное масштабное повышение квалификации для действующих учителей школ и преподавателей, само собой. И то, что мы сейчас переформатируем государственные образовательные стандарты, это тоже концептуальные действия. Вслед идут пересмотр самих программ, включение новых модулей и, конечно, инфраструктурное преобразование, это финансирование, повышение заработной платы учителей школ и, конечно, стимуляция мотивы со стороны педагогических вузов и колледжей. Оно должно быть предусмотрено. И тогда любое преобразование начинается с информирования и обучения. Если мы информацию не донесем и не будем обучать новым
подходом, то, конечно, мы можем провалить. Поэтому, опять же, Ашар вместе, и надо задаться вопросом, а что я сделал для этого? То есть каждый из нас должен быть вовлечен в процесс. И инклюзию мы продвигаем, мы должны быть сами вовлечены в процесс. Не ждать помощи, ждать кого-то, что-то придет, за руку поднимет нас. Нет, каждый из нас должны еще самообразованием заняться. Спасибо огромное. Хадича, Да, Гульзада а, Рожа, м, хотела бы поблагодарить вас за очень содержательную. И я уверена, что если бы мы еще посидели до конца, да, вот было бы еще больше вопросов. Удивительное количество участников. Вы помните, да, мы говорили о том, что лекция записывается, она будет размещена на сайте университета, и обязательно мы думаем, что будет еще следующий комментарий. Владимирович, вам слово. да, огромное прежде всего спасибо, я присоединяюсь. Я еще раз говорю о том, что действительно лекция была содержательно, концептуально оформлена, не случайно было так много вопросов. И я хотел бы все-таки внести какую-то вот именно какую-то, ну, не рекомендацию, а свой взгляд, да, как вот на тот вызов, который вот, который был обозначен, рассказав о кейсе вот смерти, да, такой вот трагедии женщины. Мне кажется, что здесь помимо всего, о том, что вы сказали, вы абсолютно сказали верны, нужно понимать, что сегодня мы не можем контролировать весь процесс воспитания, систему ценностей, потому что большую часть людей, они, дети, молодежь, они работают в социальных сетях, и они формируют определенные нормативы, и фактически контроль в традиционной системе и традиционной семье мы теряем уже над этими вещами. То есть и вопрос заключается даже не в том, значит, как обучать детей традиционной системе ценностей. Я думаю, что они уже это имеют. Они просто не могут его артикулировать в реальности. Они не видят связи с этой, не всегда видят связи с этой реальностью. Происходят разрывы, концептуальные разрывы. Они им говорят одно, а происходит другое. И это это создает большую проблему. И вот поэтому в качестве предложения у меня в системе трансформации образования необходимо работать не только с педагогами, с, значит, учениками, студентами, а именно с родителями. Родителями, которые воспитывают своих детей, возможно, в той системе ценностей, да, в традиционной системе ценностей, которые они считают, которые считают важными. И вот этот конфликт межпоколенный, да, он усиливается в результате вот информационной системы, и это понятно. И сейчас главное обучение самих не студентов, не учеников, а именно самих родителей для того, чтобы адаптировать их к пониманию самой молодежи, как разрешать эти конфликтные ситуации в семье. То есть нужно совместно включаться и развивать для того, чтобы вот ту систему ценностей, которая существует у родителей, они преподносили в той форме, которая была бы более связана с самой реальностью. То есть это очень важно. Все, спасибо. А так в основном. Я согласна. И у нас очень есть хорошие кейсы в Кыргызстане по развитию центров матери и ребенка, где вот как раз таки идет подготовка матерей при садиках, потому что у нас утратились несколько поколений под одной крышей уже не живут, как в старые времена. Да. И хорошее воспитание от поколения к поколению не переносится. У нас действительно получился разрыв, изолированность. Цивилизация несет с собой не только прогрессивное, но еще вот такие негативные моменты, которые потом сказываются на воспитании, на развитии. И у нас есть Элемектеби, называем школа матери. Классные руководители, родительские собрания сейчас ведут уже в интерактивном формате. Уже не традиционно, просто как поучающие, там, просто информируя, а еще сейчас воспитывают самих родителей. Вы правы, когда говорите, что надо транслировать, научить транслировать вот эти ценности, сегодняшние реалии, чтобы потом из этого позитивное получить. Поэтому эти кейсы есть, которые надо масштабировать.
Владимир Ильич, у нас еще есть вот специально еще и религиозные школы, да, родители? Да. Там, где они Да. воспитывают основам ислама, уважение к родителям и уважение к ребенку. Это тоже И вот, сейчас вот по сейчас. религиозному образованию государство поставило задачу стандартизировать религиозное образование тоже. Мы участниками вот являемся этой группы, которые тоже будем рассматривать и предлагать рекомендации по пересмотру, то есть по стандартизации их образования, чтобы они перекосы не делали в воспитании. Да. Спасибо огромное. Спасибо. Хадича, спасибо за модерацию прекрасную. И спасибо лектору за прекрасную лекцию, которая вызвала так много вопросов и размышлений. Владимир Ильич, уже время разговения, Да. но уже здесь, поэтому на этом мы завершаем. Всех, кто поддержит пост, спасибо огромное, Да. что вы подключались, были с нами, задавали вопросы. А вам, Владимир Ильич, огромная еще отдельная благодарность. Я уже с самых первых слайдов знала, что вам эта лекция понравится, потому что здесь как раз было про вашу любимую философию. Да, да, да. Все, всего Да. хорошего. Всем Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Было интересно и До полезно. свидания, спасибо.